Есть время подумать. Это 100% чеченские свастики. В принципе, тут все подходит. Вот, кстати, часто заканчивалось летальным исходом. Интересный вопрос. Неплохо получается, я прям не ожидал. Якуб, в чем главная важность работы Россельхознадзора, на ваш взгляд, для общества продовольственной и биологической безопасности? Так как Россельхознадзор делится на два профильных отдела, это отдел государственного ветеринарного надзора и фитосанитарный надзор. И так как я имею отношение именно к государственному ветеринарному надзору, то я отвечу именно по своему направлению, что отдел государственного ветеринарного надзора обеспечивает безопасность в сфере пищевой продукции, эпизоотического благосостояния местности, лекарственного контроля, безопасного обращения с животными, но и также и безопасного передвижения всей подконтрольной продукции, в частности, животного происхождения. Хорошо, вот как изменилась работа Россельхознадзора за последние годы, например, с введением цифровых технологий? С 2022 года в Россельхознадзоре ввели искусственный интеллект, а еще ранее был введен электронный документооборот в сфере ветеринарии с помощью федеральных государственных информационных систем, таких как Меркурий, Аргус, Цербер и так далее. И благодаря этому увеличилась выявляемость нарушений, и инспекторам уже непосредственно не всегда стало необходимым выезжать на объекты, и можно, сидя на рабочем месте, уже обнаруживать те или иные нарушения, в частности, вот в сфере ветеринарии. Вот когда мы говорим о искусственном интеллекте в работе Россельхознадзора, насколько он полноценно заменяет человека? Он не заменяет на 100% человека, приходится нам, инспекторам, естественно, за ним перепроверять, потому что алгоритмы настроены, так как еще программа, в принципе, свежая, можно даже сказать, сырая, и он работает не идеально на текущий момент. И нам приходится некоторые моменты перепроверять, и если мы обнаруживаем какие-то недоработки, какие-то разночтения, то мы эти моменты фиксируем, отправляем программистам, разработчикам в управление цифровой трансформацией, которые относятся к центральному аппарату Россельхознадзора, и они уже собирают информацию, потом это дорабатывают и исправляют. Плавно перейдем с Россельхознадзора к нашей теме сегодняшней, к башням. Значит, у нас есть 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас две. Это 50/50, право на ошибку и звонок другу. Что вы выберете? Право на ошибку и 50/50. Право на ошибку и 50/50. И первый вопрос звучит так. Что служило для окропления основания башни перед началом ее возведения? Кровь жертвенных животных, благовония, мясной бульон, мед. В то время, еще, насколько мне известно, доисламское время, именно вот перед началом возведения башен был такой вот ритуал, что брали кровь либо крупного рогатого скота, либо мелкого, и вот помечали место, и там возводили башню. Поэтому ответ А – кровь жертвенных животных. Строительство Чеченской башни было не просто техническим процессом, а сакральным действием, и выбор места сопровождался проверкой благоприятности, затем уже проводилось жертвоприношение с окроплением основания кровью. Да, это, как уже ты говорил, это мог быть как бык, так и овца. И уважаемый человек уже счастливой рукой, конечно, в кавычках, касался первого камня, благословляя начало работ. Второй вопрос. В каком месте башни традиционно устраивали машикули? Над входом, по всему периметру, во внешних углах, между первым и вторым этажами. Машикули – это в любом случае верхняя часть башни, откуда обороняющая сторона производила, так скажем, оборону. Поэтому ответ А – над входом. Ответ А.
Оборонительная система башен была продумана до мелочей. Над дверным проемом всегда устраивали мушкеты, навесные бойницы, позволявшие обстреливать или сбрасывать камни прямо перед входом, исключая возможность приближения противника. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Какой этаж жилой башни был самым низким? Первый, второй, третий, четвертый. Так, в жилой башне, насколько мне известно, всего бывало 3 этажа. Как жилое помещение использовался второй этаж. Первый этаж использовался для содержания. Там держали овец, баранов, в принципе, да, вот скот. Также держали там и зерно. Поэтому самым низким этажом будет ответ А, первый этаж. Первый. Этажи, расположенные выше первого, хозяйственного, делались более высокими. Абсолютно верный ответ. Это не только увеличивало убойную силу стрел и камней, сбрасываемых защитниками, но и делало самих обороняющихся практически недосягаемыми для нападавших снизу. Четвертый вопрос. Что венчало пирамидальную кровлю башни? Круглый кирпич, камень цурку, деревянный колпак, железный полумесяц. Ох, какой интересный вопрос. Ты знаешь ответ на этот Что вопрос? венчало? Ну, я читал, и сейчас я вспомню. Камень деревянный. Что венчало? В смысле, венчало, как понять? Из чего, да, как бы? Пирамидальную. Да. Ну что там был там самым в конце на верхушке? Ага. Ну, полумесяца, наверное, не было, потому что тогда еще не было полумесяца. Ну, почему тогда не было? Как Ну, это не было? Ну, 10-13 века, 15-й Ну, полумесяц. ислам же берет свое начало вообще 7 века. Да, но распространение вот прям по республике попозже, конечно, было. Так, круглый кирпич. Кирпич, по-моему, в то время еще и как такового кирпича не было, там другой камень был. Наверное, камень цурку. Наверное. Да, Это ответ? да, это ответ. Вершину башни венчал камень цурку. Его установка была крайне опасной задачей для мастера, требовавшей использования внешней лестницы и стоившей и жизни многим. Абсолютно верный ответ. И успех вознаграждался быком. Кстати, часто заканчивалось летальным исходом. Да. Бывало такое, что мастеру, да, причем очень опытному мастеру это доверяли, и бывало, что это заканчивалось трагично. Пятый вопрос. Для чего использовался последний этаж жилой башни? Для освещения дороги путникам в темное время, в военных целях, как зона тишины для медитации, для размещения астрономической обсерватории. Зона тишины для медитации, это, возможно, тоже в то время к этому уже пришли, хотя в то время было не до тишины. Ну так, периодами между войнами, может. Последний этаж использовался 100% в военных целях. Специально там были и держались и имеющееся оружие, и оттуда, естественно, вот, осуществляли вот эту оборону, и сбрасывали камни и так далее. Поэтому последний этаж использовался в военных целях. В военных целях. Да. Последний верхний этаж башни был многофункциональным. В случае нападения он использовался исключительно в военных целях. Абсолютно верный ответ. В мирное же время здесь также хранился инвентарь и запасы продуктов. Кроме того, этот этаж традиционно служил местом для ночлега гостей. Шестой вопрос. Что рисовали на стенах башен? Фрески, мозаику, рельефные узоры, тамги и петроглифы. Угу. Интересный вопрос. В то время уже была такая национальная разрисовка. Были даже в некоторых районах в горных уже и даже свастики. Отметим, что это чеченские свастики, Это которые чеченские имели свастики, абсолютно да. другой смысл. Это 100% чеченские свастики. Я думаю, это ответ Д. Тамги и петроглифы. Тамги. А для чего? Знаешь? Это было, насколько я помню, для обозначения
данной местности, а для данного рода, возможно, даже. Мгм. Важным элементом башен были петроглифы, изображения на камне. Если башня принадлежала определенной семье, на ней обязательно наносились их тамги, фамильные знаки. Их можно было увидеть на арочных камнях, дверных проемов или на стенах фасада. Эти знаки могли включать стилизованные изображения животных, буквы, а также различные символы, подчеркивающие древность и силу рода. Существовала традиция, когда гости, покидая башню, оставляли изображения своих фамильных гербов на деревянных дверях. Это было таким знаком уважения к хозяевам и способствовало повышению их авторитета. Даже вот в то время вот это вот обозначение рода, как символично, да, относились все-таки вот это вот отметиться. Все-таки у нас вот это вот сильно, Психология не поменялась, да? да, просто по-другому начали обозначать. 7-й вопрос. Почему в экстерьере башни мало использовали дерево? Для минимизации риска возгорания от внешних атак, чтобы обеспечить долговечность, в рамках стремления к поддержанию архитектурного облика для предотвращения процесса гниения. А, В экстерьере башни мало использовали дерево. Тут, в принципе, подходит и обеспечение долговечности, в принципе, подходит, и минимизация риска возгорания от внешних атак. Но так как, в принципе, башня в то время, особенно если это боевая башня, то для минимизации риска возгорания внешних атак это была первостепенная причина, почему не использовали дерево. Потому что дерево само по себе имеет высокую степень возгорания. Это было первое. Ну и Ну, только один ответ вообще-то. камень тоже он обеспечивает долги, поэтому ответ А для минимизации риска возгорания внешних атак. Учитывая постоянные опасности Средневековья, владельцы стремились максимально использовать их защитные возможности. Именно поэтому в экстерьере башен минимально использовалось дерево, чтобы снизить риск поджога. Абсолютно верный ответ. Ну, камень и долговечнее так-то. Вот. Да, да. 8-й вопрос, мы немного уже к современности подошли. Что символизирует сторожевая башня на гербе Чеченской Республики? Историческое наследие чеченского народа, благородство и мужество, крепость духа, память о предках. Вы знаете, мне такое ощущение, чтобы все ответы бы подошли сюда. В принципе, сторожевая башня — это и наследие народа, это и показатель и крепости духа, и память о предках. В принципе, тут все подходит. Вот сейчас выбрать более подходящее. Ну, какой я смысл думаю- вложили туда? Я Вот, думаю, историческое наследие чеченского народа. историческое ответ А. наследие. В какой-то степени это берет в себе вот все эти другие ответы, кстати, в какой-то степени. Конечно. Сторожевая башня на гербе является символом исторического наследия чеченского народа. Это верный ответ. Композиция герба построена на образном, стилизованном решении, отражающем национальный менталитет и позицию народа в современном мире. Я, оказывается, неплохо получается, я прям не ожидал. А ты, кстати говоря, жил, родился в Ставрополе. В Ставропольском крае, да. В Ставропольском крае. Когда переехал, кстати, в Чеченскую В Республику? 2024 году, в прошлом году, вот будет в мае год, как переехал на историческую родину. Вот приходилось многие моменты изучать заочно, с помощью интернета, с помощью книг, с помощью рассказов. Вот сейчас потихоньку получается очно. Но я к тому, что ты, несмотря на то, что был вдали от родины, неплохо так ориентируешься в этих вопросах. Приходится, куда деваться, приходится ориентироваться. Без этого сейчас никуда. Так, башни. 9-й вопрос. Сколько этажей имеет самая высокая сохранившаяся башня Никоройская? 5, 6, 7, 8. В период Кавказской войны была политика уничтожения таких вот сторожевых и, в принципе, да, боевых башен. И вот одна из немногих вот сохранилась, это вот Никоройская, она имела 6 этажей. Ответ Б. Классические жилые башни обычно имели от 2 до 4 этажей, но в селении Никорой сохранилась уникальная 6-этажная башня. На самом деле даже сложно представить, насколько сложно было вообще ее строить. 6-этажная башня, это даже если учитывать по 2 метра, 12 метров высоты, даже Да. с современными технологиями это
Непросто. Там еще и камни были тяжелые, и так как не было специальных машин для того, чтобы поднимать, людям приходилось самим. И там даже, по-моему, доходило и до 20 метров башня. И притом их нужно было, кстати говоря, строить в 1 год. Да. То есть срок именно строительства должно было уложиться в год. И 10-й финальный вопрос. Как ты думаешь, про что будет? Связано ли с башнями вообще? Или Нет, ну или ясно это- дело, с башнями с он башнями? связан. Есть время подумать? Да. Есть время подумать. Ну ты так серьезно отнесся к вопросу, конечно. Ну, я думаю, вопрос будет про Машикули. Машикули. Да. Давайте посмотрим. 10-й вопрос звучит так. Ох. Какой башенный комплекс называют крепость мужественных? Мацарой, Никорой, Васиркел, Цакале. Крепость — это цитадель, уже идет, да, это уже комплекс, так скажем, да, башен. Крепость. Ну, давайте возьмем подсказку 50 на 50. У меня есть примерно, я такой определился с ответом, но вот для уточнения возьмем подсказочку. Подсказка 50 на 50. Убейте 2 неверных варианта ответов. И у вас остается А и С. Мацарой и Васиркел. Или Мацарой или Васиркел. Ну, давайте я выберу ответ С, Васиркел. С. Так, ты знаешь ответ или Ну, просто... вот что-то, я помню, что-то вот там было про это написано в материале, который я изучал. Так, интуитивно, да? Да. Башенный комплекс Васиркел известен как крепость мужественных, абсолютно верный ответ. Расположенный на стратегически выгодном месте, узком, труднодоступном мысе, он контролировал Майста. важный торговый и военный путь, соединявший Чечню с Грузией через область Майста. И согласно историческим преданиям, Васиркел мог выставить войско численностью более 1000 хорошо вооруженных воинов, способных противостоять любым угрозам. И история крепости закончилась в раннем Средневековье, когда она была захвачена персидским войском, сумевшим обойти систему защиты. После падения крепости поселение заброшено. И, кстати, вот на границе с Грузией тоже имели, вообще в Грузии, которая, в части, которая граничит с Чеченской Республикой, там тоже имелись похожие башни. Это вот к вопросу о том, что вот у кого еще были наподобие. Яков, я поздравляю тебя, ты абсолютный победитель. Небольшой подарок от телекомпании. There is Hill. Я думаю, там что-то очень интересное. Смотреть пока что не буду для интриги. Вам огромная благодарность за то, что пригласили. Я сам не ожидал, что будет настолько коллаборация и коннект, что у меня в принципе получится. Да? Вот в целом было очень интересно. Я желаю вам дальнейшего продвижения вашей передачи, интересных гостей и всего самого наилучшего. Яков, тебе спасибо, что принял приглашение, пришел. Горд, что ты победил. Деврейсхилун дал Риабертию. There is Hill. Аминь. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев. Играйте в интеллектуальные игры, они вас точно ничему плохому не научат. И помните, что знание – это сила.